В селе Ульдичины прошло торжественное открытие мемориальной доски памяти Тавшки Самохина, первого прокурора Калмыцкой ССР, заслуженного юриста, почетного работника органов прокуратуры. Памятное событие стало одним из множества мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения Тавшки Шаштаевича. Почетный гражданин города Элисты, ветеран Великой Отечественной войны Тавшка Самохин занимает особое место в истории прокуратуры республики. Будучи назначенным в марте 1957 года на должность заместителя прокурора Калмыцкой автономной области, он стоял у истоков восстановления органов прокуратуры в регионе. Спустя 6 лет он возглавил республиканскую прокуратуру и, находясь у ее руля, создал за 20 лет одно из прочнейших звеньев системы российской прокуратуры. Очень признателен тем людям, которые смогли инициировать, отдают дань памяти моему дедушке, который пришел тяжелый путь от мальчишки, который здесь ухаживал за животными, до такой фигуры, которая, в общем-то, была довольно весомая в республике. Горд, прежде всего, за него, за то, что он отдал столько сил, столько энергии и добра республике. Тавшку Шаштаевича отличала принципиальность в отстаивании законности и защите прав граждан. По его инициативе началась работа по привлечению в прокуратуру местных юристов. Именно при нем была организована четкая система отбора и направления на учебу, последующая работа с молодыми специалистами, эффективно действующая и поныне. Среди учеников Самохина не одно поколение достойных сотрудников прокуратуры республики и России. Он действительно для меня учитель был. Я при нем пришел, работал более 10 лет, потом он меня рекомендовал на свое место. И для нас это был очень мудрый руководитель, честный, бескомпромиссный. И у него было чему учиться. Я и сейчас его заветы говорю своим детям. Вот. Те мысли, которые он высказывал, поучительные, и внукам. Для детей и молодых людей вообще это история, и они должны помнить это, что у них был такой очень хороший земляк, выходец из ихнего села. И им есть чем гордиться Анатолием Шаштаевичем, а он того стоит, это без всяких прикрас. Многолетняя работа с людьми дала свои результаты. Успешно действующий на всю структуру закона еще долгие годы после ухода Тавшки Шаштаевича на заслуженный отдых. На протяжении длительного периода ни один сотрудник прокуратуры республики не опорочил свое имя, не бросил тень на свое ведомство. Многие знают, что Тавшка Самохин ответственно защищал государственные интересы и являлся бережным хранителем традиций отечественной прокуратуры, что делает его еще большим примером для подражания молодому поколению прокуроров. По калмыцким меркам, по нашим меркам, по человеческим меркам, это был вообще-то исключительный человек, изумительный человек. Ну, так скажем, не такой, как все. И здесь у него проглядывается не просто такой, знаете, ум человека, профессиональный ум. Это дар какой-то. Никогда он грубого слова не говорил. Все его и одновременно и боялись, и очень сильно уважали. Но самое главное, мне кажется, его просто, как бы так сказать, не хотели обидеть своим незнанием, что ли, своим неумением, что-то неправильно сделать и так далее. Поэтому все это было в совокупности так построено коллектив прокуратуры. Все один за всех, все за одного. Самохин вообще-то многих наших ребят просто-напросто спас от случайных таких моментов в жизни, когда можно было лишиться и должности, и звания, да и вообще уйти с прокуратуры. Он защищал всех, потому что знал и в единстве, в коллективе прокуратуры и должна быть ее сила. Открытие памятной доски стало одним из множества мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения Тавшки Шаштаевича Самохина. Стоит отметить, что место, где установлен символ памяти о великом человеке, было выбрано не случайно, поскольку по инициативе Совета ветеранов Парку культуры и отдыха, расположенного в селе Ульдичины Приютинского района, было присвоено имя Тавшки Шаштаевича. В рамках церемонии открытия мемориальной доски состоялся митинг, объединивший не только представителей прокуратуры республики, родственников и друзей Тавшки Самохина, его учеников и последователей, но и местных жителей. Всю свою жизнь Тавшка Шаштаевич всецело и безраздельно посвятил служению закона и Калмыкии. И сейчас он является примером
для подражания перед сотрудниками прокуратуры Республики Калмыкия. Пусть парк станет символом связи и преемственности поколений, примером верного служения Отечеству. Без сомнений, Ташка Шаштаевич был невероятным человеком, оставившим свой след не только в истории республики, но и в сердцах многих людей. Все сходятся во мнении, что его отличали беззаветная преданность своему делу, уважение к простым людям, честность и мужество. Но, как было сказано не раз, его главное наследие – это добрая память о нем и о деле его жизни. Жижгала Хичиева, Анатолий Кажинбаев, информационная программа «День республики». Работников прокуратуры по случаю открытия мемориальной доски в память о Тавшке Шаштаевиче Самохине. Сегодня, в день рождения Тавшки Шаштаевича, почетного работника прокуратуры, заслуженного юриста РСФСР, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, нашего земляка, произошло историческое событие для нашего маленького села. Он всю свою жизнь посвятил бескорыстному служению Отечеству, закону и справедливости. Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто причастен к этому событию. Особые слова благодарности председателю Калмыцкого регионального отделения Всероссийской общественной организации, ветеранов прокуратуры Илье Чудеевичу Аксенову. Дорогие гости, ваш трудовой долг тесно связан с такими понятиями, как честь, совесть, смелость, мужество. Пусть всегда будет спокойствие, любовь и мир в ваших семьях. Пусть легко осуществляются ваши поставленные цели и задачи. Желаю вам добра и процветания. Уважаемые присутствующие, в нашем торжественном мероприятии участвуют почетные гости. Шипиев Владимир Бадмаевич, государственный советник юстиции второго класса, прокурор Калмыцкой ССР в течение 1993-1996 годов, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Государственный советник юстиции второго класса, прокурор Республики Калмыкия с 2001 по 2003, с 2005 по 2006, руководитель Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Южному федеральному округу, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Ашнанов Эдмет Дриджиевич, председатель Совета старейшин при главе Республики Калмыкия, директор Калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета, профессор кафедры экономики и управления на предприятиях Калмыцкого госуниверситета. С 1995 года по 2017 год возглавлял управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия. Нуров Владимир Доржиевич, народный поэт Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Республики, лауреат премии Республики имени Намто Ачирова, лауреат премии имени Грибоедова. К нам прибыл внук Самохина Тавшки Шаштаевича Станислав Валерьевич Самохин, который проходил службу в органах прокуратуры Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации, имеет классный чин старшего советника юстиции и специальное звание полковник юстиции ФСБ и полковник юстиции Следственного комитета.
вручение юбилейной медали и удостоверения к ней, приуроченное к 100-летию Советской прокуратуры, производится в торжественной обстановке прокурором Республики Калмыкия, старшим советником юстиции Курмаевым Евгением Евгеньевичем. Прошу. Награждается Хазиков Николай Царенович. Я искренне рад, что на Удельчинской земле, в Приютинском районе отмечают юбилей 100-летия царского шествия. Это родина Самохина и первое место моей работы. В далеком 1975 году, после окончания Саратовского юридического института, я был назначен следователем прокуратуры Приютинского района. И самое удивительное, вот здесь сам присутствует, когда я уже был прокурором в 2002-2003 годах, я не помню уже точно дату, Станислав тогда работал в следственном отделе оперативно-координационного управления ФСБ России по Северному Кавказу. Он мне присылает информацию, что Анатолий Штаевич, будущий курсант Новочеркасского военного училища, с августа 1942 года по сентябрь 1942 года со своими боевыми товарищами, Володом Таевичем, Мануашевичем и другими нашими земляками защищал рубежи под минеральными водами. И очень было знаково вот это сообщение, где один из руководителей Красной Армии отметил именно боевые успехи наших земляков-калмыков, которые не покинули оборону минеральных вод, а некоторые подразделения курсантов этого училища поставили рубежи боевые и разошлись по своим селам и субъектам РФ, Северного Кавказа. И самое удивительное потом произошло. После того, как война закончилась, мы сейчас встречались с Анатолием Штаевичем, и он все время просил отвезти или выделить машину, именно не Нефтекумск, а Нефтекумск. И это было неоднократно совершены выезды, но дело даже не в этом. Спустя некоторое время уже туда переезжают Пятигорск, рубежи которых защищал Анатолий Штаевич, Валерий Тавшкаевич, Станислав Тавшкаевич, правник и праправник. То есть, исходя интересное состояние, обязательно происходят такие события, которые не ожидаешь. Дед, прадед защищал рубежи минеральных вод, а в регионе Кавказские минеральные воды живут сейчас вся семья Самохина. И я очень горжусь, что все его становление, вернее, мое становление было связано с Анатолием Штаевичем, но никогда, зная его позицию как гражданина человека, не омрачал нашу прокуратуру Калмыкии. Работая в главке, ни разу не давал повода, чтобы усомнились в компетентности, нормальных отношений человеческих особенно, что в работе прокуратуры Калмыкии были достойны и, самое главное, единственный начальник главка по Северному Кавказу, единственный начальник главка в Южном федеральном округе, первый, был представитель прокуратуры Калмыкии. И я этим горжусь, это благодаря Анатолию Штаевичу Самохину, который дал путевку в жизнь, не только направил меня на учебу в Саратов, но и дал настоящую школу жизни. Все говорят, он был очень строгий. Он не строгий был. Он был просто требовательный. И благодаря этому ни один из наших работников под его началом не совершил порочный поступок работника прокуратуры. И этим я особенно горжусь. Так что спасибо коллегам,
с кем я начинал работать, с кем продолжил, кто находился под моим непосредственным руководством, ну и землякам Грещинского особенно и Привитинского района, где я начал трудиться. Спасибо. Так что эта медаль приурочена как раз к такому событию, столетию прокуратуры Союза СССР и дню рождения Антона Савича Самохина. Спасибо. Главный представитель прокуратуры России награждается Аксенов Илья Сергеевич. Награждается Сергеев Самаров Ионов. Награждается Пережеринов Василий Ионов. Награждается Анжеев Юрий Васильевич. Награждается Ланцинова Валентина награждается Сокола Галина Рошалина. Награждается Вармаев Иван Юрьевич. Награждается Горяева Георгий Саганов. Награждается Лещенко Ульяна Лопасана. Награждается Азиев Антон Конжиев. Награждается Буш Галина Мутуева. Дорогие земляки, дорогие ветераны труда прокуратуры и ныне работающие работники прокуратуры, я хочу вспомнить об этом великом человеке, о Тавшке Шаштаевиче Самохине, потому что когда образовался Молодербетовский район в 1971 году, и когда я пришла работать и проходила практику в прокуратуре республики, и он меня приглашал в кабинет и давал наставления. Я когда пришла заведующей канцелярией работать, он говорит, что дело производства превыше всего, и каждая бумажка это для прокурорского работника, для прокурора это дорога. И поэтому я хочу сказать, что действительно мне повстречалось неоднократно с ним встречаться, когда он приезжал в Дербетли и любил попить с нами цейлонский чай. Он внимательно интересовался делами прокуратуры. И что самое главное, нас удивляло, он живо говорил о наших и спрашивал о наших личных делах. Я очень гордилась тем, как он обращался ко мне. Он называл меня по-калмыцки Шаркюкен. В этих словах я чувствовала его любовь как дочери, потому что я жила возле города Волгограда, Сталинградская битва. Это всегда меня интересовало, Родина-мать и Мамаев курган. И я знала, что такое война. И я понимала, что он сильный духом калмык, и он защищал Ростовскую область, свою родину. И поэтому в этих словах Шаркюкен проявлялась его какая-то радость, что это жизнь, что он не зря боролся, что вот молодые люди вот здесь вот так работают, и радовался этим. И Тавшка Шаштаевич в моей памяти остался высокопрофессиональным руководителем,
с высоким чувством ответственности и к работе, и к подчиненным, а самое главное – к людям. Я чувствовала, какое важное значение он придавал прокурорско-следственной работе. Главным для него было, чтобы сотрудники прокуратуры смогли помочь обвиняемому и подсудимому правильно осмыслить совершенное им деяние. Тавшка Шаштаевич был и остается среди нас человеком с богатством мудрости, сострадания, с богатством терпения и доброты. Мне все время казалось, что он был одновременно и обвинителем, и адвокатом. В отношениях с подчиненными прокурор Республики Самохин всегда обращал внимание на то, как должен выглядеть работник правоохранительных органов, чтобы он был во внешней и внутренней гармонии, какой должен быть его стиль одежды, и никто не обижался, если он делал замечания по этому поводу. Он был прежде всего личностью, по психологическим, человеческим качествам, а потом уже прокурором республики и генералом. В нем ощущался дух моего калмыцкого народа. Я счастлива на всю оставшуюся жизнь, что посчастливилось работать в те далекие времена, в том столетии, и встречаться по работе с героями, работниками прокуратуры, участниками Великой Отечественной войны. Я хочу назвать их имена и фамилии, потому что это его соратники, это его коллеги, это воины. Басунжиев Наран Ачирович, Сафонов Иван Архипович, Матвеев Василий Дмитриевич, Лопатин Михаил Григорьевич, которых хорошо я знала, когда они приезжали с проверками. От этих встреч, бесед, рассказов многое я уяснила о их жизненной стойкости и для себя лично. Главное не место красит человека, а человек свое место. Поэтому я желаю всем молодым работникам прокуратуры, кто пришел на защиту правопорядка, всегда думали прежде всего о своей малой родине, о великой России, и поэтому мы будем тогда все и ветераны, и молодые счастливы. Низко кланяюсь вам. Не только важно для работников прокуратуры, и это мероприятие важно и для всей республики. Тавшка Шаштаевич, наверное, я так представляю, что вместе с моим дедом, с моим отцом тоже ходили по берегам этого Седого Маныча, жили друг от друга недалеко. И я его заставил уже в деятельности прокурора республики, общался с ним. Действительно, это был очень мудрый человек. Сегодня о нем очень много сказали. Действительно, наверное, такого второго человека вряд ли мы найдем в республике. И сегодняшнее мероприятие тоже это дань уважения этому великому человеку. И я от имени Совета старейшин хочу всех поздравить с этим большим мероприятием. Хочу поблагодарить прокурора республики Евгения Евгеньевича Курмаева, председателя Совета ветеранов, работник органов прокуратуры Илью Чудевича Аксенова за приглашение на данное мероприятие. И действительно, это работа, которая проводится, она нужна всем. И сегодня молодежь, которая присутствует здесь, это молодые сотрудники органов прокуратуры, наверное, зарядились тем духом, который провозглашал в своей жизни этот умудренный жизнью опытный человек. И думаю, что действительно, как Николай Царевич сказал, никогда у них не будет какой-то мысли идти против закона, а защищать его, как делал это Тавшка Шаштаевич. И сегодня, в этот день, я от имени Совета старейшин хотел поощрить ветеранов органов прокуратуры, потому что мы, как Совет старейшин и Совет ветеранов органов прокуратуры, работаем в тесном контакте. Совет ветеранов органов прокуратуры не только с молодежью и личным составом прокуратуры работает, они нам помогают во многих тех делах, которые стоят перед Советом старейшин. Это, в первую очередь, воспитание нашего подрастающего поколения. И в этом мы видим неоценимый их вклад, и поэтому думаю, что наше дальнейшее сотрудничество, Илья Чудевич,
же был плодотворным, как и сейчас. И поэтому я хотел бы вручить благодарственные письма сотрудникам высшим, а нынешним ветеранам органов прокуратуры. Уважаемая Галина Матуловна, от имени Совета Столичной Республики Калмыкия Халиму Александровича Аштава Сынкы, от тебя лично искренне хочу поблагодарить вас за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества. Ваша благотворная деятельность на благо жителей Республики Калмыкия, ваше разностороннее знание, опыт, высокий профессионализм, компетентность, творчество, потенциал и целеустремленность вызывают глубокое уважение. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса созидательной энергии, реализации планов и начинаний. Пусть каждый ваш день будет наполнен только приятными событиями, позитивным настроем. Ваша семья пусть всегда будет рядом. Счастливого вам долголетия. До конца своей жизни, сколько бы мне жизнь не дала лет, я буду всегда помогать молодежи, потому что я прошла Чеченскую войну. Волгоград был рядом, и Рохлинская бригада уходила первыми. И, короче, в первые дни было очень много погибших. И я все время собирала с волгоградскими матерями, комитетом гуманитарную помощь. И вместе с волгоградскими комитетом уезжала, 3 раза ездила в Чечню, освободила 25 наших десантников с Ковалевки, помогала матери, дьякон, снайперы, которые дьякон, и Луговенко, они погибли, потому что они в плен попали, и первыми их дудаевцы застрелили как снайперов. И поэтому потом я узнала у Рохлина, что наши в плену 50 человек, но из них 25 наших. Приехала сюда, в Калмыкию, сказала президенту Кирсанову, он организовал конференцию и собрал из Чечни диаспору, и, короче, мы освободили этих 25 человек. И поэтому я рада, что я живу возле Сталинграда, Волгограда, и что я вот так воспитана. И когда родине было тяжело, в моей Калмыкии, и я, не покладая рук, хотя я заболела, и я все равно поехала туда и помогала. Поэтому я хочу, почему это рассказываю, не для того, чтобы там что-то, вы не подумайте, а рассказываю молодежи. Мы, работники прокуратуры, не только должны быть прокурорскими работниками, мы должны работать с людьми и над каждым человеком, над его судьбой работать. Поэтому я вас, молодежь, прошу, как ветеран. Спасибо. Аналогичным благодарственным письмом награждается Антон Санжиевич Аргеев. Уважаемый Юрий Ильич, это вам. Слово для приветствия предоставляется ветерану прокуратуры Джамбиновой Любовь Александровне. Друзья, коллеги, я давно уже не работаю, и поэтому мне трудно выступать даже в таком ограниченном зале. Но я всей душой стремилась попасть на это мероприятие, потому что переменой своей жизни, коренным переломом своей жизни я обязана Тавшке Шаштаевичу Самохину. Именно он меня принял на работу женщину с 2 маленькими детьми. Младшему было всего 1 год и 4 месяца. Казалось бы, у меня вообще за плечами не было никакой поддержки. Но
он, наверное, все-таки взглянул на меня, поверил в то, что я смогу справиться с этой работой. И мне кажется, все-таки я действительно оправдала его надежды. Я хочу сказать, в этом человеке, вот в нем, вот кроме всех тех качеств, о которых говорили, то, что он в безукоризненной честности, всеобъемлющей компетентности в своей профессии, кроме этого, в нем было что-то настолько человеческое. Вот сейчас говорят вот такое слово «имидж», но оно к нему не подходит, это слово. Вот вокруг него, вокруг его фигуры, даже после его кончины, сохраняется такое обаяние. Обаяние доброты, ореол доброты, человеческие качества. Он не был таким железным человеком, который видел только закон. Он видел людей, и в первую очередь он видел тех людей, которые были в его подчинении. Он до каждого доходил, в каждом умел находить хорошие положительные черты, и иногда даже и немного перехваливал, но все-таки это ему не мешало и давать хороший нагоняй, когда этот работник зарабатывал. В общем, это настолько он повлиял на мою жизнь, но я действительно стремилась в прокуратуру 4 года. Меня туда не брали. Хотя у меня было за плечами уже 9 лет юридической работы, но все-таки это не прокурорская работа. И вот то, что он дал мне такой карт-бланш, я думаю, что это отразилось не только на моей судьбе, и на судьбе моих сыновей. Мой старший сын работал в прокуратуре, сейчас он судья федеральный. Младший сын работает в прокуратуре. Я надеюсь, что они в самом деле и несут и самохинские традиции, как к человеку. Поэтому, я думаю, такие люди достойны всего того, всех тех мероприятий, которые провели в этом году. Я думаю, что это нужно обязательно и для потомков. Особенно я хочу передать привет через Станислава Валерьевича, моему коллеге, бывшему Валерию Тавшкевичу. Большое. Мы с ним дружны были очень много лет. Передайте, пожалуйста, ему большой привет от меня. Обязательно буду делать. Спасибо за такое слова. Когда мне позвонили и сказали, будет такое торжественное мероприятие, я был настолько вдохновлен, ждал этого дня. И весь сижу я в зале, с таким волнением смотрю. Мы получили оценку деятельности человека, который вложил многое в жизни каждого из нас. Мы пришли, большинство из нас, молодыми специалистами в прокуратуру. Человек жизненной мудрости, который впитал в себя народную мудрость, мудрости всех предыдущих поколений, он сумел нас поставить на жизненный путь и во многом определил личность каждого из нас. Сегодняшнее мероприятие, оно имеет большое значение не только как отдание должного человеку, который сыграл в жизни каждого эту огромную роль, но и также имеет значение как событие,
который каждому из нас говорит, о том, что каждый человек получит свою оценку своей жизни. Каждый из нас должен стараться вкладывать в себя свою деятельность, чтобы не было зазорно за свою жизнь, чтобы каждый из нас чувствовал, что когда-то и нам дадут оценку. Анатолий Шаштаевич был из породы тех людей, о которых можно сказать, как в песне. Раньше думай о родине, потом о себе. Всех вас я поздравляю тоже с таким событием, как отдание должного, оценку такого человека, который сыграл значимую роль в жизни даже республики нашей. Это масштабная личность, которая стояла у истоков законности, которая формировала и поддерживала законность. И во многом определила развитие нашей республики на многие годы. Конечно, сейчас уже другая жизнь, другое государство, иные оценки ценности нашей жизни. Но такие люди, как Анатолий Шаштаевич, в памяти каждого из нас останутся личностью, человеком с большой буквы. Я рад, Слово предоставляется Муниеву Анатолию Хасуновичу. Комментирую, я наконец-то дождался. Я вообще-то не прокурорский пенсионер, а пенсионер Следственного комитета. Поэтому будем считать, что я представляю здесь Следственный комитет, хотя я всегда в душе был и остаюсь прокурором. Таушкар Шаштаевич Самохин. Более чем очевидно, что нельзя переоценить роль этого мудрого, высокопрофессионального юриста, гражданина и патриота. Он стоял у истоков создания прокуратуры Калмыкии в один из самых сложных для нее периодов восстановления республики после возвращения калмыцкого народа из 14-летней сибирской ссылки. Примерно можно представить, как это тяжело приходилось делать в отсутствие квалифицированных кадров. Тем не менее, ему удалось собрать под стать себе достойных юристов, за плечами многих которых была Великая Отечественная война. Имена Анатолия Бузиланова, Нарана Басхужиева, Михаила Федичина, Батура Бадекаева, Алексея Басангова, Михаила Лопатина, Василия Малафеева, Ивана Сафонова, Константина Тугульчиева писаны золотыми буквами в истории прокуратуры. Все они были людьми, созданными из особого человеческого сплава, с высоким чувством ответственности, справедливости и не терпящей лжи, малодушия и лени. Таушкар Шаштаевич, как великолепный организатор и мудрый руководитель, считал первым своим долгом подбирать, направлять на учебу, воспитывать и ваять из вчерашних студентов дотошных следователей и будущих прокуроров. Достаточно назвать таких прокурорских работников следующего поколения, как Владимир Шипиев, Николай Хазиков, Екатерина Баляева, Илья Аксенов, Галина Харашкина, Анатолий Манкеев, Андрей Басангов, Любовь Джамбинова, Николай Хворос, Вячеслав Ильжирин, Валерий Беспалов, Александр Хатаев, Александр Кашбаев и другие. Из этого золотого списка мы имеем двух генерал-лейтенантов юстиции, нескольких заслуженных юристов регионального и федерального уровня, почетных работников прокуратуры России. Не зря поэт сказал, что большое видится на расстоянии. Поэтому уже можно без всякого преувеличения говорить о величии человека и прокурора Самохина. Это сейчас употребляет модное заморское слово «дресс-код». А Таушкар Шаштаевич ввел требования к внешнему виду подчиненных и правила поведения на службе и быту еще полвека назад. А какие были у него строгие критерии составления юридических документов? Стоит только почитать тексты постановления о привлечении к обвиняемых или обвинительных заключений, составленных следователями той поры. Кроме как восхищения, ничего иного не вызывает. Это образцы юридически правильных, выверенных до каждой точки запятой документов. Пусть мне не пришлось застать Таушкара Шаштаевича в бытность его прокурора, но восторженное представление о нем, как о незаурядной личности, сложилось из рассказов старших коллег и товарищей. Оно же нашло свое полное подтверждение, когда я имел возможность слушать его во время наших встреч с ветеранами. Очень много он говорил о будущем молодого поколения, прокурорской преемственности. Как я понимаю, важным на сегодня является не потерять ту нить, которая связывает всех нас. Разрешите прочитать стихотворение, посвященное памяти действительно легендарного человека. Мы будем читать это перевод стихов прекрасных Владимира Торжевича. Памяти Таушкар Шаштаевич Самохин. Мы к решению задач не подходили однобоко.
с нарушениями закона, по всем фронтам борясь, и достойно представляли государевое око, примеряли с гордостью эту ипостась, обсуждали, спорили, доказать пытаясь, исключив ненужную при этом суету, напористо, по-прокурорски, тщательно стараясь, отстаивали в итоге свою же правоту. Но не смели констатировать все наперед заранее, ведь не боги обжигали те времена горшки, потому продолжить нам отвели задание дело легендарного Самохина Тавшки, олицетворяя образ настоящего мужчины с такими же отважными бойцами наравне. Славный представитель поселка Юльдучины защищал Отечество в страшной той войне. А без таких людей бывает трудно нации. Они составляют ее стальную крепь, и он, пройдя годину сибирской депортации, вернулся прокурором в родную свою степь. И по делам лишь требовал железные улики, не говоря с коллегами, надменно, свысока, и очень много сделал, как прокурор Калмыкии, писал себя в историю, уж точно на века. Этот человек, по сути, космическая глыба, кто в прокурорских судьбах роль важную сыграл. А мы должны за все сказать ему спасибо, за то, что был такой настоящий генерал. Спасибо. На сцену приглашается глава администрации Приютинского РМО Басан Вячеславович Манжик. Разрешите поздравить вас со столетием дня рождения Самохина Тавшки Шашкаевича, со столетием калмыцкой КСР прокуратуры. Действительно, сегодня мы видим то, что именно здесь Тавшка Шашкаевич призывался, родился на фронт, приехал в Сибирь именно домой. И поэтому я считаю правильным то, что здесь открыли у нас плиту, парк имени Самохина. Мы гордимся этим. Буквально вот недавно, весною, по инициативе общественной организации ветеранов, пенсионеров органов прокуратуры, в лице Илья Сибиревича Аксенова, в лице прокуратуры Республики Калмыкия Евгения Евгеньевича Курмаева, прокуроров района, мы посадили аллею, деревья. Мы будем за ним следить. Наш парк будет развиваться. Спасибо. Праздником. Сейчас по инициативе общественной организации также рассматриваем вопрос о присвоении площади в селе Приютном имени Самохина Тавшка Шашкаевича. Сейчас слово председателю Совета ветеранов прокуратуры республики Аксенову Илье Сибиревичу. Дорогие друзья, конечно, как уже было сказано, о Тавшке Шашкаевиче можно говорить долго и много, и не ошибешься. Это был уникальный человек, это был человек исключительной культуры, какой-то такой интеллигент. И вот я по этому поводу, знаете, один случай вспоминаю. Мы были один на один, он там что-то рассказывал о чем-то, я сейчас не помню детали, он говорит, вот запомню до сих пор, я тогда еще был молодой, я вообще пришел к Самохину в 21 год, без высшего образования даже еще. Когда я ему сказал, что я еще учусь, а он говорит, ничего, говорит, научу. И научил. И вот он говорит, представляешь, Илья, вот какое-то немыслие идет. Да я понимаю, немыслие, да, когда мысли вообще нет. Я понимаю, что в медицине, в судебной медицине у прокурора, у следователя есть такой диагноз – идиот. Видите, это не матершинное слово, это не нецензурное слово, это не плохое слово, это нормальное правовое обозначение. Идиот, это политика, диагноз. Даже это, понимаете, он не сказал этим словом. Он сказал немыслие. Он не сказал недомыслие. Он не сказал не додумали. Он сказал немыслие. Представляете, что? А мы были один на один. В принципе, он мог бы, как смущенный, заматериться, так говорить, да? Но он сказал, какое, видишь ты, недомыслие.
Он создал большую школу. Вот эти вот слова, мы вот, когда мемориальные доски формировали, я думал, ладно, мы напишем Самохин, Шаштаевича, все прочее, как вот написано было там, помните. Но это все не то. Как-то не то, главного я не видел, понимаете. И вот знаете, я вот эти слова взял. Его главный капитал – это люди, его часть, ученики и последователи. И добрая память о нем. Вот эти слова написала наша любимая Любовь Александровна. Как этот человек до того все сказала о Самохине. Больше здесь, в принципе, и говорить даже не о чем. На Литве я говорил о том, что я уже не помню, кажется, таких телевидений. Мы на самом деле делаем сейчас все, чтобы память об этом человеке сохранилась надолго. Это не рядовой такой, это не знаковый такой. Это такой, знаете, мы будем говорить цепочка тех событий, которые должны связывать Самохин, прокуратура, общественность. Правильно сказал Евгений Ильич, что мы здесь, безусловно, работаем с тем, чтобы именно вот заниматься, чтобы это было на пользу молодым, на пользу молодым прокурорам, на пользу тем, которым у нас сейчас хороший создался коллектив, это в прокуратуре, это наставничество, такой институт хороший, возродился, так говорить. Я думаю, это, знаете, все это будет не зря сделано. Пожалуйста, вот, Евгений Алексеевич уже будет принимать, надеюсь, второй раз в нашей научно-практической конференции. Она называется «Самохинские чтения». Будем проводить ее ежегодно. И наверняка, вот я уже разговаривал с Евгением Евгеньевичем, мы, наверное, приведем, уже приурочим к дню Калмыцкой прокуратуры, это будет столетие прокуратуры в октябре нынешнего года. И вообще мы стараемся, конечно, так вот, с ветеранами связь держать. Заключили соглашение с ветеранской организацией прокуратуры Крыма, для того здесь фотографии. К нам приезжала делегация большая с ветеранов Тюменской прокуратуры. К нам приезжала делегация Южной транспортной прокуратуры. Там тоже мы заключили соглашение. Мы заключили соглашение с Троицкой средней школой номер 1 имени Жукова. Уже мы там, как говорится, гости постоянные. Теперь вот, пожалуйста, Ирина Андреевна говорит, я говорю, теперь мы от вас не отстанем, мы будем все время к вам. Спасибо вам, Ирина Андреевна, спасибо коллективу школы, потому что вы сделали на сегодняшний день очень и очень много. Именно этому событию посвятили себя. Я, знаете, когда начал разговаривать, я сюда пришел несколько раз в последние месяцы, я почувствовал такое, знаете, воодушевление, подъем. Мне было здесь приятно работать, понимаете, вот когда вот что-то делать, помогали, подсказывали, 10 раз переписывали, даже регламент переписывали 10 раз, обид. То есть это что? Это когда мы говорим, так что мы работаем, то есть помогаем друг другу и так далее. Кстати, я вообще связи поддерживаю с любыми нашими ветеранскими организациями. Кстати, вот, например, вы, наверное, слышали, Габушин Валерий Иванович, это мастер спорта СССР, ветеран, его супруга Габушина Эмма Борисовна, доктор наук, она была главным экологом страны, возглавляла Министерство охраны природы. Она пишет стихи, написала 14 детских книжек. И вот они тоже услышали, что я вот собираюсь там отмечать, вот когда буду в школе. Как раз совпало сегодня 1 июня, День защиты детей. Он говорит, передай, пожалуйста, ученикам, это самым младшим классом, детскому садику, маленький такой президент наш, Габушин. Вот я хотел бы здесь передать это, я вот не вижу, детский сад здесь, а здесь, вот, сейчас детский сад я его записывал, Анна Юрьевна, да? Вот, и Ирина Андреевна вот здесь, да? Я вам сейчас пакетики, да, маленькая, как Габушин. Он говорит, наверняка, деткам пригодится.
действительно вот такое теплое, сердечное событие, да, вот в нашей гимназии, в стенах нашей гимназии. Мы столько узнали об этом человеке, о нашем земляке, гениальный, великий сын калмыцкого народа. И вот всего этого не было бы сегодня, если бы вот не Илья Чигевич. Настолько творческий человек. В течение вот 3 месяцев мы с ним сотрудничали. Знаете, вот он, каждую деталь буквально, каждые шаги, вот я надеюсь, да, сегодня все достойно мы провели. Спасибо вам, Илья Чигевич. И хочу еще раз пожелать вам всем добра, мирного неба над головой. Спасибо. А я еще раз хотел поблагодарить Юльчинца в особенности, глава СМО, куда здесь сидит, Бадмай Исаевич. Сейчас выступал перед вами глава района, поэтому уже слышали, что глава сказал, да? Мы уже думаем дальше по поводу всех тех событий, связанных с именем Ташки Шаштаевича Самохина. Что мне еще хочется сказать? Да, в принципе, я же говорил, что об этом человеке может быть много. А у вас тоже очень много может быть. О Калмыцкой прокуратуре я вообще люблю говорить. Я любую свою лекцию в институте, в КГУ, я любую лекцию, начинаю слова и прокурорский надзор, и завершаю ее прокурорский надзор, хотят предмет совсем другой. Но они все понимают, что я прокурор, поэтому, естественно, они как бы не перечат, да? Вот. Но просто я в душе тот, которого родил вот этот великий человек. Спасибо вам всем. Школьный ансамбль «Наран Толян» дарит вам танец «Ишкиндык». Уважаемые гости, торжественная часть нашего мероприятия окончена. 2 меча на щите — это честь и порядок, если люди в беде. Мы всегда будем рядом, прокурорский погон, форма синего цвета. Кто приступит закон, тот ответит за это. Справедливость утверждая, мы отчизне служим верой, перед Россией отвечаем честь по чести с полной мерой. 2 меча на щите — это честь и порядок, если люди в беде. Мы всегда будем рядом, прокурорский погон, форма синего цвета. Кто приступит закон, тот ответит за это. 2 меча на щите — это честь и порядок, если люди в беде. Мы всегда будем рядом, прокурорский погон,
форма синего цвета. Кто приступит закон, тот ответит за это.